Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Надежда Саханская. Представители малого и среднего бизнеса, которые смогли выстоять в пандемию коронавируса и продолжают успешно вести свои дела в ходе жесточайших санкций, заслуживают особого внимания. Кто-то смог справиться сам, кому-то помогало государство. Во время пандемии, к слову, были оказаны беспрецедентные меры поддержки. И вот сегодня с нашими гостями мы как раз вспомним, как удалось выжить в те времена и какую поддержку предпринимателям государство оказывает по сей день. Добрый вечер. Здравствуйте. Я предлагаю начать нашу программу сегодня с вопроса к Любови Егоровне, потому что ваш бизнес справился с пандемией коронавируса. Как это было, как выживали? Здравствуйте. Было сложно. Все растерялись, все не знали, куда пойти, как начать и так далее, и так далее. Да? Локдаун был жесткий. Не знали, за что схватиться. Было очень много вопросов и так мало ответов. Но потом уже нам правительство сделало, то есть малому и среднему бизнесу сделало налоговую льготу. Ставка 0%. Это вот в 2020 году. В 2021 году, насколько я помню, 1,5 было. 2021, 2022, 2,5 или 2,2. И вот в 2023 году, это уже получается после пандемии, там уже СВО началось, и у нас ставка не поднималась. Потихонечку поднимает наше правительство, каждый год, но потихонечку. Да? Сейчас на данный момент 4,4. Во время пандемии плюс еще поддержка была в плане того, что можно было взять заем у банков для тех сотрудников, которые устроены официально. И, естественно, мы сколько не работали, и как-то зарплату же нужно было выдавать. Была такая вот господдержка. С условием, что, допустим, количество у организации 10, условно говоря, да, 10 сотрудников, и должно оставаться на протяжении года также 10 сотрудников. То есть, если кто-то уволился там по тем или иным причинам, нужно было быстренько взять, хоп, и чтобы 10 была. Вот. В этом плане очень даже подсобило. Было очень хорошо. А сейчас как продолжаете? Помогает ли государству, какие-то меры поддержки оказывает? Да, также поддерживает. Сейчас, насколько я знаю, да, если кто-то из малого или среднего предпринимательства хочет взять, сейчас же многие организации сидят в аренде. Очень многие. Но хочется свое собственное помещение и так далее. Да? Можно взять кредит. Допустим, тот же самый Сбербанк, заявку подаешь, а они уже подают заявку тоже, забыла, как эта организация называется, господи, забыла. Ага, вот она, Сбербанк, получается, подает заявочку уже господдержки, и с этой программой можно будет взять в ипотеку помещение со ставкой всего лишь 10%, учитывая то, что Центробанк сколько раз поднимал в месяц ставку? Ставка росла очень много раз. Да, очень быстро и очень много раз, даже с учетом этой вот повышения ставки, господдержка, то есть, тоже помогает. Да, удобно. Тогда давайте теперь перейдем ко всем участникам нашей программы. Какие решения, которые были выработаны во время пандемии, успешно показывают себя и сейчас? Давайте я скажу, да. Я, получается, не просто являюсь руководителем непосредственно бизнес-инкубатора технопарка, да, про стартап. Это для технологических предпринимателей, да, обучаем, как говорится, определенным курсом, да. Но в то же время я являюсь предпринимателем. У нас, получается, два юрлица. Одно, получается, полностью IT, второе уже по части уже промышленной технологии. Да? И могу сказать то, что очень подсобило нам, то, что во время пандемии, во время начала СВО, да, к примеру, технопарк арендную плату не начислял. Соответственно, наши помещения абсолютно практически бесплатно за нами числились. Это очень было комфортно, удобно, с учетом того, что во время пандемии мы все дома сидели, да, а во время СВО там половина сотрудников уехала. Но это очень помогло. И также, получается, со стороны Фонда развития инноваций я тоже. Могу дополнить. Да. У Фонда развития инноваций главный продукт – это акселератор B8.
Вот, мы финансируем часть проектов, которые прошли отбор на финальном дне. И во времена пандемии, вместо того, чтобы финансировать отобранные проекты, мы профинансировали все проекты. Вот. И также 2022 год тоже был тяжелым для IT-сферы, и мы оказали такую поддержку IT-компаний в виде выплат в размере 50 миллионов рублей IT-компаниям для оплаты труда работника. Это вот как раз были программы же, да, отсрочка для айтишников, кредитные каникулы для айтишников. Это да, другое? Для айтишников было много льгот со стороны Минцифры также. Валерий, может, вам есть что дополнить? Да, я могу сказать, что в период пандемии открывались IT-центры в районах. Каждый год по 5 IT-центров открывалось. И в этих районных центрах были в каждом IT-центре 10 рабочих мест, где ребята могли заниматься своим делом, то есть могли делать сайты, приложения или заниматься там анимацией. И еще в это время проводились «Моя профессия IT», также очень широко расширилась, да? Конкурс расширился по всей республике за счет вот этих IT-центров. И мы помогали районам, получается, тоже со своей стороны. Плюс сейчас вот конкурс «Моя профессия IT» вообще федерального уровня. Федерального стал. Чувствуется поддержка федерального центра? Да, чувствуется поддержка, нам помогает. АФК-система помогла выйти на российский уровень. Ребята очень много работают, и уже в этом году будет второй этап конкурса. Ульяна, расскажите, а как Центр «Мой бизнес» работал в пандемии? Центр «Мой бизнес» осуществлял большую финансовую поддержку во время ковида. Мы выдавали финансирование на возмещение затрат по процентам на кредиты для предпринимателей. Мы финансировали социальных предпринимателей, выдавали им субсидии. Ну, финансовая поддержка была тогда на тот момент очень-очень полезной для предпринимателей. Если говорить о сохраненных мерах поддержки, да, то в целом, конечно, пандемия очень сильно нас затронула, и мы поняли, насколько цифровизация на данный момент будет актуальна. Да? И мы очень оперативно, очень гибко перешли на онлайн-мероприятия, вебинары. Да? Тогда это не настолько было актуально, это было более очно. Да? Сейчас это очень актуально, мы вебинары проводим до сих пор, мы вебинары проводим по 2-3 раза в неделю, и предприниматели очень активно участвуют. И если говорить дальше о цифровизации, в 2019 году была создана электронно-торговая площадка, сделана в Якутии РФ. И во время локдауна на нас вышли местные товаропроизводители, которым оказалось очень сложно реализовывать свою продукцию. И они попросили нас выйти на онлайн-продажи. И, соответственно, тогда вот наша электронно-торговая площадка очень хорошо заработала. На данный момент мы провели модернизацию этой площадки, и сейчас у нас новый виток, так скажем. Это было что-то вроде интернет-магазина? Да, это был интернет-магазин. А сейчас как? Сейчас это такой же маркетплейс, но более модернизированный. Понятно. Еще один вопрос ко всем участникам, да, нашей сегодняшней программы. А чему пандемия вас научила? Вот как вести свои дела, как не сдаться, когда буквально закрыто все? Дома тоже неплохо сидеть, оказывается. Вот что могу сказать, да. Ну, как раз таки вот получилось то, что в это время, во время пандемии у меня дочка старшая родилась. Из-за этого, ура, да, почти дома сидел, но очень сильно помогал жене. Но мне повезло. Повезло в плане того, что у нас IT-компания, да, и мы сильно не зависели от офиса, да. Конечно, первое время было некомфортно, неудобно, да, то, что мы привыкли все-таки к офлайн общению, да, и получается, где заказы брать, у заказчика, это, грубо говоря, это вы, да, вы наш заказчик, представим такую ситуацию, да. У вас тоже непонятно, и, соответственно, у нас тоже заказов нет, и все сидим так подвешены. Что происходит вообще? Что делать? Да. Где деньги зарабатывать, да? Ну, деньги-то нужно зарабатывать, у нас же сотрудники у всех, и всем нужно заработную плату платить, да. Но, честно скажу, да, все-таки люди такие очень предприниматели, на мой взгляд, не просто предприниматели, они на то и предприниматели, да, что они предпринимают какие-то определенные... Предприимчивые. Да. Предприниматели. Да, предприимчивые, от слова предприимчивый, да. Предпринимать определенные, грубо говоря, действия, чтобы
быть максимально, как говорится, гибкими, да, в этом плане очень большой плюс, да, и очень рад то, что у нас сообщество, у нас в Якутии, да, предприниматели такое вот гибкое. Заметили то, что это мало компаний закрылось во время вот пандемии, да? Вообще мало. Да, я такой, блин. Можно сказать, и, ну, в моей сфере можно сказать то, что даже и не закрылись. Почему? Потому что у нас еще, вот как правильно сказали, что удаленно работать начали, да? У нас, допустим, контрагенты тоже с иногородных стран, говорю, пошла. С других городов? Да, с других городов. Вот они, тут уже действительно показала, кто действительно хочет продать, а кто вот, ну, ладно, не сейчас, так потом. Очень много наших контрагентов, они пошли на уступки, навстречу, кто-то так реализовал, а потом уже потихоньку выплачивали. Да, у нас таких очень много организаций, и, наверное, за счет этого и вылезли. Ну, еще могу, справились. можно еще сказать, да? Конечно. Во время пандемии команды начали работать удаленно, и как бы эффективность не пропала этой команды. Еще в пандемию ребята очень открылись несколько стартап-компаний, которые занимались доставкой, которые медицинскими услугами занимались, которые делали рециркуляторы, которые, вот вы помните, наверное, где они были везде, в магазинах, в автобусах, везде стояли, в каждом кабинете, и это делалось, ну, часть из них, наверное, скорее всего, делалась у нас в технопарке компания «Уран». Ой, здорово. Я даже не знала, что это нашего местного производства. А насколько пандемия научила, ну, самодисциплине. Дома, конечно, хорошо, но рабочая обстановка, она на то и рабочая, что ты действительно занимаешься каким-то делом. Да. Ну, я могу сказать кое-что, да. Пожалуйста, да. Да, в плане того, что это дома работается сложно. Вот прям дома, да, если сидишь, это работается сложно. И если вы, допустим, к примеру, вот зрителям, да, если вы собираетесь дома работать, то лучше уделитесь, не знаю, какие-то свободные время или отдельный кабинет желательно, вообще, чтобы этот прям в рабочую атмосферу войти. А то, получается, когда сидишь на кухне, а там вокруг тебя бегают, ты особо не поработаешь. Ну, конечно, это совершенно не то. Мы продолжим говорить о мерах поддержки для предпринимателей. После небольшого перерыва оставайтесь с нами. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о мерах поддержки для малого и среднего предпринимательства. До ухода на рекламу мы говорили о том, как предприниматели выживали в пандемию. А теперь хочется задать такой вопрос. Вообще, для того, чтобы начать свое дело, что нужно? Идея, желание, команда, толстый кошелек? Вот что из этого? Или желательно все и сразу? Ну, давайте снова я. Пожалуйста. Да. В первую очередь, конечно, естественно, это какая-то идея должна быть. Да? После идеи собираете команду, и вместе с командой уже должны понять, насколько идея может выстрелить. Ну, изучайте целевую аудиторию, рынок. Да? После этого проводите, грубо говоря, там какие-то первые исследования, тем, насколько ваш продукт может понадобиться. Да? Возможно, там потребуется геомаркетинг, да? К примеру, если нужно где-то поставить точку, допустим, магазин продуктовый, да? Насколько он будет приносить доход. Если у них там конкуренция какая-то, все-таки это Красный океан или синий, там, ну, такое понятие есть, да? После этого они уверенно идут к вам и открываете Центр «Мой бизнес». Да, они, получается, вы обращаетесь к нам в Центр «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» представлен в 32 улусах нашей республики, а также в городе Якутске. Мы находимся по адресу Кирова, 18, блок Б. И, соответственно, во фронт-офисе предприниматель подходит в любое окошко. Мы работаем в системе единого окна. И открывает ИП или ООО с одним учредителем. Ну, на данный момент у нас такие услуги. Эта услуга совершенно бесплатная для любого гражданина. Также мы можем оказать содействие в том, чтобы
заявитель стал самозанятым, рассказать условия самозанятости. У нас есть образовательные мероприятия, такие как «Начни бизнес». Например, у нас есть региональная образовательная программа, где предприниматель, если даже у него нулевые навыки, проходит обучение в течение определенного времени, 40 часов, да, академических, и получает навыки предпринимательства. Ну, они совершенно точно нужны для предпринимателей, потому что элементарно знать налоговую ставку – это нужно. Вот. Также у нас есть имущественная поддержка для начинающих предпринимателей, бизнес-инкубирование. Мы предоставляем помещения для начинающих предпринимателей до 3 лет, которые открылись в течение 3 лет. Помещения у нас на данный момент у нас выставлены 2 помещения на 16 и 20 квадратных метров. В целом ставка очень хорошая, 134 рубля за квадратный метр у нас. А можно спросить, чтобы допустим, из этих 2 помещений начинающий предпринимателю предоставили, там какой-то отбор идет? Да, или у нас идет там? отбор, конкурс. Все-таки это помещение находится на доле государства. Соответственно, мы проводим торги, и предприниматели подают заявку. Заявка рассматривается комиссией, и, соответственно, комиссия принимает решение, кому из заявителей заявок предоставить это помещение. Но там бальная система. То есть там есть критерии оценки конкретные. А можно основные критерии оценок? Критерии оценки. Это у нас сколько сотрудников, да? Количество сотрудников, как давно он зарегистрирован, какую деятельность осуществляет и так далее. Ну, там много критериев оценки. Чем больше у вас сотрудников, тем больше у вас шансов. А это все можно будет где посмотреть? Все это можно посмотреть у нас на портале. Наш портал малого и среднего предпринимательства, так и называется «Мой бизнес 14.рф». В разделе «Поддержка» у нас есть образовательные, имущественные, финансовые виды поддержки. Там вы можете посмотреть имущественную поддержку. Но также, получается, но если у ребят, получается, технологическая какая-то идея, допустим, например, создать мобильное приложение, игру, какой-то студия продукт. разработки, получается. Да, вообще все, что угодно, что-то хочет сделать, робота создать, есть какие-то компетенции, они уже могут прийти уже к нам в технопарк, пройти обучение у нас, в нашем бизнес-инкубаторе. Тут уже немножко отличается, потому что там рынки немножко отличаются, и, соответственно, программа обучающая тоже немножко отличается. Очень много таких слов будет, как КАЗДЕВ, канву, как надо использовать. Потому что все-таки мы ориентируем на то, что про стартапы они будут появляться. А стартапы, они отличаются от обычного бизнеса, то, что они максимально гибкие. Максимально гибкие и очень быстро должны все делать. И стартап, на то и стартап, то, что он за короткое время должен стрелять, наверх подниматься. Ну, по этой части это, как говорится, к нам в технопарк, пускай приходит. И, соответственно, Валерий Крупенков будет очень рад этому. Да, я бы мог сказать еще дополнение, если у молодого человека, появилось желание сделать, заняться предпринимательством в сфере IT-технологий, он это может очень легко сделать. Есть простые инструменты, допустим, программа Тильда, которая можно как из кирпичиков собрать сайт, и есть еще программа Figma, которая можно на ней делать дизайн сайтов, дизайн приложений. Это все можно с нуля обучиться этому всему и уже начать первые шаги, зарабатывать деньги. Ну, это звучит довольно, убедительно и привлекательно. Любовь Егоровна, а вы же свой бизнес как раз не в сфере IT открыли. Как вы начинали свое дело? Наверное, тоже идея, желание. Потом уже господдержка была хорошая. И все, и потихоньку, можно сказать, и с господдержкой поехало. Не все сразу, конечно, как говорится, Москва не сразу строилась. Поэтому мелкими, но уверенными шагами мы идем. Сейчас до сих пор идем. Петр, вы сказали про красные и про синие океаны. В связи с этим, на ваш взгляд, какие у нас наполнения в части бизнеса будут наиболее перспективными в регионе? Ну, надо смотреть
Но честно скажу, допустим, к примеру, если брать чисто по статистике, у нас ВВП Якутии, оно достаточно хорошее, да? Соответственно, у нас по Якутии покупательская способность, грубо говоря, населения, ну, достаточно неплохая, можно сказать, да, по сравнению с другими регионами, если вот локально в рамках Якутии смотрим, да, то я бы честно скажу, да, ну, вот честно сказать, да, если локально смотреть, я бы можно придумать такую тему, как это, к примеру, привести сюда франшизу. Да? Франшиза очень хорошо у нас прилетает, залетает, как говорится, да, и очень хорошо это Приветствуется публикой. Да, приветствуется. Приветствуется. Франшиза очень классная тема. А если все-таки вот хотите что-то такое классное, крутое делать, ну, тут очень много работы, да, грубо говоря, если в рамках IT, да, в рамках технологического предпринимательства там, и так далее, то в этом случае можно и не только, как говорится, по Якутии, это, во-вторых, можно, к примеру, вот, в акселераторах участвовать, к примеру, как акселератор V8, да. Я в свое время тоже участвовал, в МТ, стартап-хабе участвовал, короче, в Москве, и вот недавно еще прошел акселератор Industries Газпрома, да. И многие большие компании, корпорации практически, да, частенько проводят акселераторы именно для поиска каких-то определенных проектов и идей. Да. Ребята могут участвовать, и им подскажут, как все это сделать. Да. Расскажи, как. Да, чем занимается бизнес-инкубатор? Акселератор И V8, акселератор, вот, да, тоже. это программа ускоренного развития стартапов. То есть у нас каждая неделя идет за месяц. То есть за 3 месяца мы развиваем стартап, как он развился бы без нас за 1 год. Вот, мы оказываем, конечно же, менторскую поддержку, консультационную, экспертную. И на финале нашей 3-месячной программы мы отбираем лучшие проекты и финансируем. Вот, сейчас у нас в фокусе такие направления, как искусственный интеллект и геймдев. Искусственный интеллект сейчас активно развивается, и существует очень много инструментов, которые можно внедрить в свои существующие продукты и проекты. А также вот геймдев, ну, как мы все знаем, в Якутии очень творческая молодежь, да, ну, как и во всей России. Вот, и мы поддерживаем это направление. У нас проходили интенсивы, тоже акселератор по геймдеву. Вот, финалисты выдали 1 миллион рублей, и мы надеемся, что Якутия будет также далее выпускать игры, подобные Майтоне. Но вот тоже надо понимать, наверное, если хочешь добиться успеха, надо развиваться, не переставая. Да, конечно. Вот как раз на это направлен акселератор. А люди, которые вот один раз там прошли, ну это можно назвать обучением? Ну, Курс, я бы не да? сказала, что это обучение, это скорее инструмент для проверки своих гипотез, для изучения рынка, для исследования своего продукта. Вот, то есть можно проходить разные акселераторы, но проходить 2 раза один и тот же, я думаю... Нет смысла. Да, да. Особенно с одним проектом. Да, особенно с одним проектом. Ну, если мы говорим о проектах и в целом о бизнесе, а с каким-нибудь бизнесом, который вот у нас есть в Якутии, можно ли выстрелить на мировой уровень? Конечно, вообще без проблем. Есть такое понятие, как интеллектуальная собственность. Да? Это товарный знак, да. там, и так далее. Да? У нас в Якутии, вообще у нас по России это очень сильно не развито. Да? К примеру, яркий пример, давайте возьмем там мультсериал «Маша и медведи». Да, «Маша и медведь», да? На чем они зарабатывают? Вопрос на такой. анимации? А, сейчас они уже зарабатывают на том, что есть продукция с логотипом персонажей, мультфильмов да, и так далее. Да, все верно. Это лицензионные выплаты какие-то определенные там с какими-то заводами. Там. Вот это вот интеллектуальный собственность, товарный знак, да, персонажи, они очень круто коммерциализируются. Да? Сейчас в рамках этого вот в Якутии очень большой упор сделан на креативную экономику. Да? Допустим, как, к примеру, ребята Тундра, да, делают классные мультфильмы, да? Они тоже это могут свои персонажи продвигать уже на другие рынки, да, и могут на этом очень хорошо зарабатывать. И самое главное, вот могу сказать, да, если у вас есть, вот мое мнение, да, я вот смотрю, просто очень часто анализирую рынки, бизнесы, да, если у вас есть хотя бы 3-4 филиала, да, допустим, у вас, да, регистрируйте товарные знаки, продавайте как франшизу. Есть? Франшиза есть? Есть. Во!
Видите, вот умные люди сразу так делают, да? А есть люди, которые вот открываются локально и сидят, да? Ну, надо расти, расти, расти. И как раз-таки благодаря вот товарному знаку и вот, допустим, той же самой франшизе, да, становясь в франчайзе, да, люди, они смогут огромное количество денег зарабатывать и в то же время давать огромное количество рабочих мест, да, самое главное, да. И это очень круто было бы. И самое главное, вот интеллектуальная собственность, к чему я веду. Вот это изучайте, ребята. Защита. Можно я еще дополню, да, пожалуйста. похвалю наших резидентов, которые расширяют свой бизнес на территории Российской Федерации, а также они еще за пределы уходят. Такие, допустим, у нас есть ребята, есть компания медицинская Сайберия, есть школы, IT-школы, которые расширяются на всю Россию. Есть компании, которые, ну и геймдев, допустим, компании, которые выпускают игру на ВК Play, допустим, они выкладывают, и вся Россия играет в нее. Вот. И есть компании, которые вышли за пределы, тоже в Казахстан, допустим, да, в Казахстан, вот IT-школа Алтан на их примере, они вышли на территорию Казахстана, работают там и чувствуют себя замечательно. А также у нас есть еще не только IT-предприниматели, но и технологические предприниматели. Есть такой якутский котловой завод, который тоже продает свою продукцию, котлы в Казахстане, вот, ну и на всю Россию. Мгм. Понятно, хорошо. Дорогие зрители, возьмите, пожалуйста, на заметку, что таким инструментом, как франшиза, пренебрегать не стоит. Ну а мы вернемся к вам после небольшого перерыва и продолжим говорить о мерах поддержки. Это программа «Якутия в деталях». Мы сегодня продолжаем говорить о предпринимательстве. Ульяна, скажите, а вот если мы говорим об интеллектуальной собственности, вы ведь также оказываете услуги, вот, чтобы помочь предпринимателю? Да, мы оказываем услуги предпринимателям такие. На данный момент идет отбор по данной услуге по защите интеллектуальной собственности. Предприниматели могут обратиться к нам. Опять же, во все офисы центра «Мой бизнес» в муниципальных районах и на Кирова 18 блок Б подать заявку. И, соответственно, мы принимаем заявку и... Вот представьте, к вам обратилась Любовь Егоровна, чтобы зарегистрировать товарный знак. Что нужно делать, сколько он стоит? Ну, ориентировочно. Ориентировочно, ну, в районе 30 тысяч рублей. Вообще, как осуществляется услуга, да? Мы заключаем договор с организацией, которая регистрирует товарные знаки. Соответственно, подаем вашу заявку им. Они выходят на вас и осуществляют регистрацию товарного знака. При этом сумма у нас ограничивается, сейчас я вот точно не подскажу, но примерно в районе 30 тысяч рублей, плюс вы должны будете оплатить госпошлину. Госпошлину, да, оплачивает сам предприниматель. Это 15, по-моему, тысяч. А вот сроки? В какие сроки, рамки там какие? Сроки бывают разные, смотря от... Это по-разному. Вот прям точно вам сказать не Ну, не 2 невозможно. недели же. Нет, это не 2 недели, нет, Ну конечно. вот, я нет, поэтому конечно. спрашивала, Это довольно долгий процесс. Ну, насколько я понимаю, там от 9 до 18 месяцев же, кажется, Да, было, да. Итог вы получите только в следующем году, возможно, если вы подадите. Ориентировочные. То, если там загвоздок не Такое будет, возможно, да. и то, если там поправок не будет. Да. Даже? Да. Ну и в целом Центр «Мой бизнес» оказывает широкий спектр услуг для предпринимателей. На что сейчас ИПшники могут рассчитывать? Услуги для предпринимателей совершенно разные. У нас есть несколько направлений услуг. Услуги по продвижению, например, это рекламные услуги. Да, то есть вы можете заказать у нас рекламную продукцию, полиграфию, упаковку, потом фотоконтент, заказать видеоролик, что еще? Фотосессию организовать мы помогаем. Также рекламы на телевидении. То есть, а можно вопрос? да, Вы конечно. помогаете только действующим, точнее, только тем организациям, которые только открылись, или вообще? Наши услуги делятся на предпринимателей до года и более года.
Это бесплатно? Да, это совершенно бесплатно. То есть Все, что мы делаем, все В бесплатно. смысле, если я приду и, соответственно, вы мне упаковки все распечатаете бесплатно, да? Да. Тоже та же самая услуга. То есть, получается, мы заключаем договор с организациями, которые оказывают полиграфические услуги. Вы подаете нам заявку, мы ее тоже рассматриваем, передаем, получается, организации, с которой у нас заключен договор, и они вам делают упаковки. Вот объясните, пожалуйста, как понять слово «рассматриваем»? Что вы под этим подразумеваете? Что вы... Вы должны быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Мгм, То то есть есть вы должны ОКВЭД, быть да? действующим индивидуальным ИНН, предпринимателем или там, ООО, да, ага. допустим. То есть бывает такое, что предприниматель думает, что он все еще в реестре, а не подав, допустим, декларацию, он вылетает из реестра. Мгм. Соответственно, мы не можем ему предоставить услугу. Мгм. Такое тоже бывает. Предприниматели не всегда знают, что они в реестре. Там есть определенные ограничения, да? Мы не предоставляем услуги игорному бизнесу. Мгм. Да. Ну, это понятно. понятно, да. Недородобывающим организациям. Бывает, предприниматели наставят себе акведов и Ага. сами не знают, какие акведы. Бывает, и также мы не предоставляем услуги тем, кто продает алкоголь. Мгм. Ну и табак. То есть бывают То есть- предприниматели, которые просто поднаставили себе акведов и не знают об этом. То есть я так понимаю, вы смотрите, точнее, рассмотрение идет в первую очередь, наверное, по налогам, отчислениям, были или не были, Для да? более года, да. Да. Потом смотрите Да, акведы, да. я же правильно поняла, да? Потом и обороты, то есть работал, не работал, как работал и так далее. Это вот три из основных факторов, я правильно поняла? Да, совершенно верно. Вот в начале нашей программы вы говорили о платформе «Сделано в Якутии». Совсем забыли сказать о том, что недавно она была представлена в ВДНХ. Как прошло? Да, получается, 27 февраля мы ездили в Москву и представили нашу площадку на ВДНХ. Прошло все замечательно. Нас посетило более 500 человек на выставке, да. И на данной площадке сейчас размещено более 70 предпринимателей, которые имеют доступ в свой личный кабинет на площадке, на этой электронной торговой площадке, сделано в Якутии РФ. Они могут сами выставлять свои товары, устанавливать свои ценники. Если к ним, допустим, поступила заявка, она попадает в их личный кабинет, они видят свою заявку и начинают обработку уже. И, соответственно, направляют свой товар тому, кто подал заявку. Вот так. А если мы говорим о поддержке для айтишников, что можно сделать по этому направлению? Я бы хотела рассказать о том, что существует неразрывная цепочка в нашей инновационной экосистеме. То есть, начиная с кванториумов для школьников, продолжая конкурсы «Моя профессия IT», в которой участвуют ученики СПО, студенты и школьники. Также у нас ведется плотная работа с вузами, с АГИКИ, с СВФУ. С ними мы тоже проводим акселерационные программы по вовлечению студентов в технологическое предпринимательство и в креативные индустрии. И далее идет уже наш акселератор B8. Да, о Да, котором стартапов. вы уже Да. рассказывали. А если мы говорим о тех, кто только хочет начать свое дело, давайте каждый даст по небольшому советику. Да, давайте я могу. Давайте, Валерий. Я могу. Вперед, Валера. Да. Я подождал, да, каждого. Так, для начинающего я желаю, чтобы этот человек занимался тем, чем ему нравится. От этого зависит, то есть долгота его и вовлеченность его в его дело. Главное, надо двигаться и не останавливаться. Вот в этом весь секрет, да, заниматься своим делом, классная идея и не останавливаться. Даже если сложно. Да, даже если сложно, у всех сложно, он не один такой. Его могут поддержать со всех сторон все, кто дать совет. Как Да, моя и мама. самое главное, чтобы допустим, он растерялся, есть поддержка. Есть поддержка допустим, тот же самый мой бизнес, да?
господдержки, их же очень много. Ну и, наверное, не забывать то, что он работодатель, ему надо работать. Причем придумывать. работает он сам на себя. Если он один? Да, если Вопрос, да? предприниматель-то один, да. Если Как начинающему-то быть, что ему можно посоветовать? Если он один, то да. Получается, что человек же сам заинтересован в том, чтобы как-то Ну, ему-то кушать надо. открывать свое дело, да, кушать ему Ну что-то. да, но все равно господдержка, все равно она есть. Она будет даже для одного предпринимателя. Все равно она будет. Он же не всегда же будет один, он же потом будет расти, сотрудников нанимать, вакантные места открывать. Это, Алина, пожалуйста. Да. А вообще слоган нашего фонда «Доверяем решительным». То есть я бы посоветовала не сидеть на месте, интересоваться, какие меры поддержки есть. В первую очередь использовать подручные ресурсы, то есть интернет, да, знакомых, убеждать свою будущую команду или текущую команду, убеждать своих будущих клиентов и так далее. Быть уверенным в себе. Федор. Окей. Давайте договорим. Как моя мама сказала, если руки, ноги на месте, значит все хорошо, да, можно уже двигаться, да. Смотрите, получается, вот есть супер главный, как говорится, по своему опыту, да, совет начинающим предпринимателям, да. Я первый ИП открыл это в 19 лет, и я все кведы добавил туда. И не ставьте Мой все... бизнес вы бы не попали. Все кведы туда добавил. Но это был очень плохой совет от моего родственника. Ну, в общем, так не делайте. Но самое главное, конечно, думайте не локально, а больше думайте о том, что масштабно, да. Локально думать это хорошо, конечно, но и, соответственно, будете зарабатывать локально, короче. Если вообще будете зарабатывать, да. Поэтому масштабно надо думать, стратегически как-то. И если у вас классный, интересный проект, продукт, возможно, да, то думайте не только о том, чтобы это вы будете продавать в соседней улице, да, а продавать будете по всей России, по всему миру, да. Масштабно думайте. Вот это вот самое главное. Этого так не хватает людям вообще. Чуть-чуть помечтайте. Да, Ульяна? мечтайте. Мне бы хотелось пожелать начинающим предпринимателям учиться, развиваться, чтобы их профессионализм стал такой основой для их мощной, конкурентоспособной организации, организации в нашей республике. Я благодарю вас за то, что нашли для нас сегодня время. И так мы хорошо с вами поговорили, много нового, да, для себя открыли. Поэтому я желаю вам каких-то креативных идей, большого потока клиентов и, конечно, нескончаемой прибыли. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.